ученые, вы и писатели должны объяснять и правительствам своим причины вот этих всяких недоразумений или там ошибок, которые могут окончательно привести всех нас к тому, с чем наши вот потомки, наши дети не согласны. И вот недавно я даже процитировал, когда я шел утром с собачкой, с такой небольшой, у меня Джек Рассел есть. По утрам я с ним гуляю, и он около школы, там какой-то 35-й. Дети бегут в школу и поют песню одного композитора, по-моему, Крылатский был композитор, «Прекрасное далеко». Не будь ко мне жестоко. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Жестоко не будь, из чистого истока мы начинаем путь. Вот он призыв этих ребят, вот, дать им вот это самое прекрасное далекое будущее. И оно во многом зависит от того, насколько мы, взрослые люди, и наше государство будут прислушиваться к этим песням и внимать к тому, что было с нами, и предлагать им то будущее, которого они могут не дождаться. Вот недавно я видел газету, российская газета, там на пол-листа или на полстраницы портрет демонстрации какая-то в городе, в Москве, по-моему, да. Молодежь с плакатом. Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идем. О как! И я подумал, что это не только москвичи, московская молодежь не знает, куда идет. По-моему, молодежь всех этих наших стран до сих пор не знают. И, конечно, и правительство думают, и президенты думают, чтобы указать это направление пути. Где-то мы в свое время имели это направление, вот коммунизм, вот она, замечательная цель. Потом у нас эту цель отняли, и теперь мы не знаем на самом деле, куда идти. Вот, поэтому мы проводим эти форумы, собираем мудрых людей, чтобы сообща понять, куда мы все вместе идем, и подсказать нашим школьникам, которые бегут с этой песней в